Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Сегодня я хотела бы поговорить о важности использования цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе для детей с особыми образовательными потребностями. Цифровые образовательные ресурсы, такие как интерактивные игры, видеоуроки, викторины, тесты, позволяют получать информацию в удобной и интересной форме, а также приобретают возможности для занятий в виде игры. Без использования современных средств информационно-коммуникационных технологий уже невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного информационного общества. Роль информационно-коммуникационных технологий в обеспечении современного качества образования рассматривается как ключевой элемент развития современной школы. ИКТ и ЦОР – это важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий ИКТ, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современном информационном образовательной среде. Цифровыми образовательными ресурсами, то есть ЦОР, называют информационные ресурсы, предназначенные для образовательных целей и представленные в цифровой форме. Это могут быть фрагменты текста, рисунок, фотография, формулы, аудио-видеофрагменты, анимация, интерактивная модель и так далее. Использование ЦОР предполагается несколькими способами. Учитель может вести урок на основе содержания готовых цифровых ресурсов, используя интернет-ресурсы. Учитель может самостоятельно разработать ЦОР и использовать на своем уроке. И ученик может организовывать самостоятельную познавательную деятельность. Использование ЦОР уместно на всех этапах урока. От актуализации знаний, контроля и оценки знаний, умений и навыков для подготовки домашнего задания, то есть в виде тестов, тренажеров, презентаций, обучающие моменты, учебные проекты и так далее. Многоплановый спектр целей использования ЦОР и созданий новых. Типы цифровых образовательных ресурсов делятся на три. Наборы цифровых образовательных ресурсов, расширяющие учебники и УМК. Это представленные в виде цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статистические и динамические модели объектов, виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты, деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса. Второе. Информационные источники сложной структуры. Это цифровой образовательный ресурс, основанный на структурированных цифровых материалах, текстах, видеоизображениях, аудиозаписях, фотоизображениях, интерактивных моделях и так далее, соответствующими учебно-методическими сопровождением, поддерживающий деятельность учащихся и учителя по одной или нескольким темам, то есть разделам предметной области, или обеспечивающий один или несколько видов учебной деятельности в рамках некоторой предметной области. Третье. Инновационно-учебные методические комплексы. Полный набор учебно-методических материалов и средств обучения, необходимых для организации и проведения учебного процесса, способствующих освоению учащимися дисциплины в соответствии с программой учебного плана. И УМК может включать в себя конспекты лекций, учебные пособия, методические указания, виртуальные лабораторные работы, электронные учебные курсы, то есть при дистанционном обучении. Обзор информационных ресурсов, которые мы используем в своей практической деятельности. Это сайт СМК Edu.kz,
сайт СОМК со всеми учебниками для специальных школ, рабочие тетради, методички. Это на сайте Special.edu.kz. Также интерактивные онлайн-приложения для поддержки учебного процесса. Это Learning Apps, Kahoot, Usys.com, Genially. Это те цифровые ресурсы, которые я использую в своей работе. Сейчас хотелось бы подробно остановиться на первых двух и на примере показать, как создавать вопросы викторины. Learning Apps – это программа для создания интерактивных заданий разных уровней сложности, то есть викторин, кроссвордов, пазлов и игр, совершенно несложных в освоении. Какие же преимущества данной программы? Приложение бесплатно и доступно. При работе с сервисом можно выбирать необходимый язык. Быстрота создания интерактива в режиме онлайн. Моментальная проверка правильности выполнения заданий и возможность их исправления. Шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео. Содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями упражнений, которые можно использовать в своей работе. Возможен поиск упражнений по категориям, по предметам. Сервис постоянно развивается, возможность обмена интерактивными заданиями. Можно отправлять ссылку родителям и детям. В данной программе также можно учитывать индивидуальные потребности ребенка с ООП, то есть регулировать количество и содержание заданий, учитывать возрастные особенности и интересы. Категории здесь предоставлены. В поиске можно набрать тему или же раздел, и будут предоставляться готовые упражнения, которые можно использовать или же адаптировать. Если что-то сложное, можно облегчить, добавить картинки и так далее. На примере готового упражнения хочу показать, например, на уроке информатики, раздел изучения графического редактора Paint, задание по изучению инструментов данной программы. Найди надписи к кнопкам. Следующее задание – это готовые упражнения. Учащиеся подбирают надписи к каждой кнопке и перетаскиванием находят правильные ответы. Нажав на кнопку «Проверить» внизу, можно сразу проверить правильность, правильно ли выполнили задание. Если правильно, оно высвечивается зелененьким цветом. Если неправильно – красным. Соответственно, можно исправить. На основе готовых шаблонов можно, по примеру этого задания, можно создать свое упражнение. Понравившиеся готовые упражнения также можно сохранять в моих упражнениях. Для этого достаточно зарегистрироваться, войти на свою страничку и в своей коллекции сохранить понравившиеся или же подходящие упражнения именно для ваших деток. Также можно создавать новые упражнения. Вот виды шаблонов для создания новых упражнений. Найди пару, классификация, линейка хронологическая и так далее, и так далее. Вот они здесь предоставлены. Выбираете, что подходит по возрастным категориям, по способностям, по интересам учащихся. Теперь давайте попробуем создать новое упражнение. Нажимаем «Новое упражнение», выбираем шаблон, пазл, угадайка. Здесь есть готовые примеры для тренировки. Выбираем новое упражнение, название упражнения, описание, что нужно сделать. Можно выбрать картинку для фона. Картинка может быть по смыслу спрятана под заданием название темы или же наводящая картинка по названию темы. Тема единица измерения длины первая группа. Следующая группа – это единица измерения массы и единица измерения времени.
3 группы создали с вариантами ответов. Нажимаем на «Создать упражнение». И автоматически генерируется из этих вопросов единица измерения длины, времени и массы. Нажимая каждую категорию, нужно выбрать правильные варианты ответов. Времени, следующая единица измерения массы. Раскрывается наша картинка по смыслу. Можно создать подобное упражнение, можно доработать упражнение, сохранить в моих упражнениях. Для этого достаточно зайти на свою страничку. Цифровой образовательный ресурс Kahoot – это сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. Ученики могут отвечать на созданные учителем тесты с планшетов, с ноутбуков, смартфонов, то есть с любого устройства, имеющего доступ к интернету. Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них фотографии и даже видеофрагменты. Создавать свой Kahoot без подключения платного тарифа можно и на телефонах Android и iOS, или же на компьютере. Сейчас в бесплатной версии доступно 4 типа вопросов, голосование и показ слайдов. 4 типа вопросов. Можно выбирать несколько правильных ответов. И голосование, то есть правда или ложь. Это то, что доступно в бесплатной версии. Для того, чтобы создать свой Kahoot, нужно зарегистрироваться сначала, создать свой аккаунт. Внутри кабинета нажать на Create New, выбрать можно язык. Мы сейчас русский язык убрали, поэтому оставляем английский. Create New, создаем новый Kahoot. Выбираем значение, тип задания. Можно выбрать здесь фон. Upgrade — это значит, можно купить платную версию. В платной версии больше возможностей. Можно загружать готовые картинки из галереи, предоставленные. Нужно заполнить название Kahoot, описание, настройки. Добавляем сами вопросы викторины. Здесь вот нужно выбрать настройки описания, сколько секунд будет длиться вопрос. Add questions. Добавляем вопрос. Здесь мы выбрали тип вопроса правда или ложь, то есть как голосование да или нет. Можно выбрать готовые картинки из своего компьютера, заранее подготовленные по смыслу. Следующий тоже выбираем несколько вариантов ответов. Можно оставить 2 варианта, можно 3, можно 4. Картинки со звездочками — это для платной версии. Save — сохранить. Здесь мы забыли отметить правильный вариант ответа. Также заполняем название Kahoot, описание, настройки. И можно протестировать или сразу начать игру. Тестируем. Ребята у себя в планшетах или смартфонах набирают код автоматический, который был сгенерирован, набирает имя. Учитель ожидает всех учеников. После этого нажимает на старт.
Смотрят внимательно вопрос, варианты ответов. Вариант ответа должен соответствовать цвету, который будет высвечиваться на телефоне. Kahoot чаще всего использую на этапе закрепления, чтобы вызвать мотивацию и закрепить применение ИКТ-навыков, с помощью которого обучающиеся смогут повторить все изученные названия, или же понятия, или же вопросы викторин. Все обучающиеся обычно с большей охотой принимают участие, так как в конце викторины определяются победители автоматически. Им интересно видеть сразу результат, и даже учащиеся 3-й и 4-й группы часто становятся победителями, что может говорить о том, что цели урока по уровню их освоения были достигнуты. Вот несколько рекомендаций по использованию ЦОР в школе для детей с особыми образовательными потребностями. Учитывайте индивидуальные потребности каждого ребенка. То есть выбирайте образовательные ресурсы, соответствующие конкретному стилю обучения, способностям и возможностям каждого ребенка. Сделайте его интерактивным. То есть используйте интерактивные, увлекательные и веселые образовательные ресурсы, такие как игры, викторины и симуляторы. Доступность. Выбирать нужно доступные образовательные ресурсы, в том числе и ресурсы с регулируемым размером шрифта, высококонтрастным режимом и поддержкой звука. Совместимость. Убедитесь, что образовательные ресурсы совместимы с технологией, используемой в школе, и могут использоваться детьми с разными способностями. Интеграция с учебной программой. Убедитесь, что цифровые образовательные ресурсы соответствуют школьной учебной программе и образовательным целям. Профессиональное развитие. Предоставьте учителям возможности профессионального развития, чтобы они научились эффективно интегрировать технологии и цифровые ресурсы в свое обучение. Мониторинг и оценка. Регулярно контролировать и оценивать эффективность цифровых образовательных ресурсов и вносить коррективы по мере необходимости. Участие родителей. Поощряйте и облегчайте участие родителей, предоставляя им доступ к ресурсам и информации о том, как они могут поддержать обучение своего ребенка дома. Дальше я предоставляю некоторые практические задания, которые нужно будет выполнить. Я желаю вам удачи. До свидания.